А тут у меня сидит единственный мой спонсор, выручает меня всегда и всюду. Мой драгоценный ученик Леснянский Василий Владимирович. Я не умею искать спонсора, но только к Васе привяжусь. Вася, выручи! Дорогая Альбина Васильевна, я речь такую не готовил для того, чтобы выступить. Ну, во-первых, я вас знаю всю жизнь. Мы с вами родились в одном селе. Росли, вы меня учили. Я молоденькая. Я вам очень благодарен. Мне было 18 лет, я его учила. Да, вы были совсем молоды, красивы, как и сейчас. Хотя прошло уже вроде немного времени, но вы просто прекрасны. Мне бы хотелось что сказать вот в данной ситуации. Вот Валентина Евгеньевна говорила, все сказала правильно, подписываюсь под каждым словом. Я рад, что я родился в Хакасии и родился рядом с Петром Васильевичем Курбежековым. Я впервые Четхан увидел именно в подкаже. Это натянутые кости и вот эта вот игра. Она была такая интересная, своеобразная, ее так слушали мы все. И вот только с годами я начал понимать, что вот эта вот музыка определенная, вот в степи колышется ковыль. Именно вот такой вот звук идет, легенький, там ручеек течет, река там бежит или там течет. И вот эти все звуки, они как бы в этом во всем и сохраняются. Еще если взять лет 50 назад, ну может быть даже 40 лет назад, выезжая за пределы, допустим, Хакасии, о Хакасии речь идет. Вы не сбегайте, у меня столько приготовлено всяких салатов, На Хакасии речь идет, ну, начинает ее путать с Абхазией, все остальное. Потом, на протяжении вот большого промежутка времени, сейчас о Хакасии говорят как о динамично развивающемся. Я лично вам вот благодарен за то, и я горжусь, что я рядом с вами находился, что вы являетесь продолжателем Петра Васильевича. Уникальнейший человек. Он просто его еще, вот, я сам по себе русский, но понимаю, что Хакасия его недооценила еще полностью. Это все еще, наверное, будет впереди. И я думаю, Альбина Васильевна, вы это дело должны продолжить. И все это именно довести до народа. Там именно заложено то, что вроде уже и стерлось в этом нашем, вот в таком бурно развивающемся. А вот это все спокойность, вот эта вся тишина, чувствуются вот эти седовласые, все вот эти вот, за нами стоят эти все предки, там вот они далеко-далеко. И нужно оставить свой след, чтобы и потомки говорили о нас. Это все в ваших силах. И вы все это должны сделать, Альбина Васильевна. Я вам благодарен за то, что вы, сулексская письменность, ведь 1000 лет, вы там создали музей и все остальное, я вам за это благодарен. От этой сулексской письменности, где вы создали, в километре родилась моя собственная мать. Уже населенного пункта там нету, но тем не менее, вот это все существует, и это будет существовать еще долго. Я бы хотел, конечно, чтобы все вам помогали, все помогали в Хакасии. Не только власти, не только организации общественные, а все люди помогали. От того, что развивается культура хакасская на нашей территории, это же дает и всем нам остальным, живущим здесь, не хакасам, ну, гордиться нашей родиной. Я бы еще больше сказал, что мы должны изучать здесь хакасский язык, и это вообще правильно. Если взять Татарстан, там другие республики, русский и титульный язык. Здесь же так и должно быть. Каждый руководитель, каждый этот, находящийся на данной территории, он должен знать русский язык и хакасский язык. И это обязательно должно быть. Это моя позиция. Я об этом говорила в Копьево, мне сказали, если в Казахстане так делается, то это государство, а у нас республика, дескать. Но если захотели бы, было бы. Конечно. Вообще, все это в наших силах. Главное, надо приложить к этому усилия. Я вам благодарен за то, что вы очень трудолюбивы. Вы очень доброжелательны. Вам хочется помогать. И просто хочется помогать. Потому что вы делаете общее дело. Ну, мне бы хотелось, чтобы Хакасия гремела на всю страну, за рубежом. И это чем больше будет греметь, тем лучше для всех, для нас. Всем вам.
Остальное потом. Никуда не расходитесь, все с писателями пойдем.